предоставляется лидеру парламентской фракции Кыргызстана, уже крупнейшей Кыргызской республики, Мадумару Адахану Кинсанбаевичу. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодняшняя конференция и тема сегодняшней конференции, она очень актуальна в свете того, что происходит в современном мире. Вот, Леонид Иванович, вы говорили, что некоторые государства в основном сотрудничают с лидирующими или монополизированные по политическим партиям сотрудничество. А я скажу вам так, что парламент представляет именно несколько политических партий. Сотрудничество с лидирующей партией, она всегда легко, это всегда хорошо. Наша ошибка, наверное, заключается в том, что мы зациклились, вот, допустим, в Армении или в России, или в Казахстане, или в Кыргызстане, неважно, мы будем сотрудничать с лидирующей партией. Это ошибка. Это большая ошибка. Надо работать со всеми политическими партиями, которые представлены в парламентах. Наши западные коллеги отличаются именно этим. Они работают со всеми. Со всеми вместе это и есть представители народа того или иного государства. А мы зацикливаемся. Сегодня той партии, завтра послезавтра с другой партией. Вот это народ терпеть не может, потому что знает, послезавтра такие же обнимашки будут представителями другой партии. Это очень неправильно. Абсолютно неправильный подход. И здесь говорилось, что единое информационное пространство. Мы в 90-е годы предлагали формировать единое информационное пространство. И в рамках ОНУ предлагали, и в рамках СНГ предлагали, но, к сожалению, это все остается как бы предложение. Да, была эйфория, включая саму Российскую Федерацию, была эйфория. Мы будем жить так, как мы представляем себе. Нет, в одиночку ни одна страна сегодня не выживет. Ни одна, какая бы она ни была, сильная, мощная и богатая. Вы знаете, была очень хорошая практика в 90-е годы, когда любое государство, когда разрабатывает тот или иной законопроект, она принималась в Сенат Межпарламентской ассамблеи в качестве модельного проекта. Мы потеряли этот опыт. Сегодня так не делается. Каждое государство разрабатывает свои законопроекты. Это очень приводит к разобщенности. Мы сегодня не занимаемся практически унифицированием национальных законодательств. В результате у нас разные точки разрешения этих проблем. Кто нам мешает каждому государству, скажем, прямо поручительство дать, чтобы это государство разработало в качестве модельного закона и экономического, и социального, или политического характера? Абсолютно нет. Да, роль и значение парламента в разных государствах по-разному, соответственно, с Конституцией. И правильно было сказано, в начале 90-х, период суверенизации, у парламента было мощнейшее влечение влияния. То же самое азербайджано-армянский конфликт был разрешен в Шведской декларации, именно усилием парламентариев. К этому вопросу очень серьезно относились именно депутаты Союза глав межпарламентских ассамблей. А что нам сегодня мешает? Разобщенность. Только это. Второе. На протяжении 30 лет ни одно государство, наверное, так не издевалось над своей историей, как издевались над советской историей. Мы перед подрастающим поколением показываем, что все, что было в Советском Союзе, это и есть нехорошо. Мы проводили абсолютно враждебную идеологию собственными руками, через собственное национальное телевидение. Самое плохое – это советский период. Я вам скажу, уважаемые друзья, самая передовая образовательная система – это советская система. Самая передовая система здравоохранения – это советская система здравоохранения. Почему мы все выкинули? Почему мы так издевались? Потому что мы себе позволяли так.
А сегодня мы с удивлением, глазами смотрим на подрастающих поколений, почему они нас не любят. Да потому что мы сами не так воспитали. Вы знаете, столетие образования Советского Союза. Посмотрите на информационное пространство. Кто-то что-то выдает? Нет. Посмотрите на другие каналы. День рождения Джан Карнотеса или Махмуда показывает больше, нежели, скажем, Людмила Закина или еще Кладышев. Кто это делает? Кто это? Кто занимается проведением идеологической политики? Это папа, влияет на общественность, на общественную психологию. Сегодня говорили о том, что идет специальная военная операция. Мир сегодня разделился на черные и белые, на левые конкретно. Вчера еще одно государство принял, теперь у спортсменов фигурного катания будет не женщина, а мужчина, парное катание, так не будет называться. Будет поддерживающее и поддерживаемое. Как родитель один, родитель два. Практически мы сегодня не стоим на грани катастрофы человеческих ценностей. Я все время полностью поддерживаю коллегу из Беларуси. Он прав, абсолютно прав. Но это все сделано на наших руках, при нашем молчаливом согласии. Мы хлопали, мы аплодировали, да, это правда, да, мы идем демократическим путем, 5-10, еще много. Как уважаемый Мухтар Шахмат написал, мы все радовались, что наконец-то будем включаться в европейскую цивилизацию. И быстро поняли, что это оказалась канализация, а не цивилизация. Мы катимся туда. Сегодня роль личности в парламенте как никогда высока. Надо прекратить, надо говорить открыто. Если мы являемся представителями народа, я вам скажу, и в Беларуси, и в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Кыргызстане, в Таджикистане абсолютно уверен в том, что народ хочет сближения. Вот эти вот удельно-княжеские психологии надо прекращать. Иначе каждый гордо в одиночестве будем терять свою государственность. Это факт. Потому что, когда проводили первый референдум, все страны практически, более 80% проголосовали за сохранение Советского Союза. И по воле 3 умных людей, которые хотели каждый стать удельно-князем, мы разрушили Великий Советский Союз. Теперь, наверное, если мы чувствуем свою ответственность перед историей, перед собственным народом, мы должны возрождать былую мощь, былое единство и ценность. И это будет наше богатство, это будет наше будущее. Если вы хотите, вот пока мы не объединимся, у нас ничего не получится. Ничего не получится. Главным лозунгом должен стать: мы едины и непобедимы. Желаю вам всем удачи, успехов. Спасибо большое. Спасибо.